Ну и к новостям культуры. В театре имени Галяскара Камала стартовали театральные вторники. Так называется комплекс мероприятий, охватывающий пространство театра от дефиле национальных мод, фудкорта, выступлений альтернативных рок-групп до, собственно, премьерных показов. О чем говорят и играют в нашем следующем сюжете. Прибывающие в пространство Большого театра готовились к тому, что увидят на малой сцене опусы современных драматургов нашего времени, плод творческих лабораторий, в которых эскизы иногда выливаются в собственные спектакли. Аксакал камаловского Асгар Шакиров окунулся в историю, взятую из драматических моментов истории одной современной женщины. Именно новое поколение драматургов, которые пришли в театр, 3 драматурга, это считаю огромнейшим достижением. Так надо работать молодыми драматургами. Я и таких ролей вообще не играл, но в нашем театре таких ролей не играли. В этом отношении для меня будет это огромный экзамен. В спектакле Фарида Бекчентаева «Туман» Асгар Шакиров играет деда, соседа главной героини, да еще с нетрадиционной ориентацией. Такого действительно здесь не было. Воздух театральной свободы и вседозволенности обозначил и свой модуль поведения в замкнутом пространстве отдельно взятого театра, рок-группы, дефиле, хендмейд и фудкорт. Наверное, выработается и модель поведения в предлагаемых обстоятельствах, пока еще все в стадии рассмотрения. Очень крутой эксперимент. Это хайп для нашего театра. Я думаю, что это будет не первый и не последний такой проект. В первую очередь, главная цель данного проекта, где 3 спектакля, 2 антракта. Во время антрактов у нас будет мероприятие музыкальное. Как вы видите, здесь у нас в стенах театра выставки. И это все, естественно, сделано для молодежи. 3 женщины-драматурга наших дней стали раздражителями и завоевательницами нового видения и современного национального материала, а также летописцами истории. По крайней мере, такие вторники в альтернативном движении, возможно, станут и предметом разговора, и средством для большего привлечения в театр. Молодежь с молодежью, они как-то, зрители с артистами соприкоснулись, что-то почувствовали через эти спектакли. Дмитрий Пиаваров, Роман Фенин, телеканал «Эфир».